В начале года мы провели конкурс, отобрали, получается, подрядчика. Конкурс у нас на сумму 14 миллионов рублей был. По итогам конкурса у нас выиграл подрядчик Якутдорстрой именно по программе сноса освободившихся либо пострадавших в результате пожара многоквартирных домов. В этом году мы в Сайсарском округе сносили, в Октябрьском округе, в Промышленном округе много, ну и вот на территории Строительного округа тоже. На эту сумму мы в этом году сносим 16 домов. На сегодняшний день 14 многоквартирных домов мы уже снесли. Сейчас идет снос у нас Семена Данилова 18, который расселен по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На этой же неделе приступили к сносу Пекарского 3. В этом году мы, в принципе, уже завершаем снос домов, потому что у нас как раз уже и зимнее время. Ну и в следующем году, пока цифры нам неизвестны, сколько предусмотрено лимитов на следующий год, как бы сказать трудно, но на квартале у нас около 10 домов освободится, которых надо будет сносить. Из данного дома у нас часть жильцов расселены дом по улице Воинской. Некоторые жильцы будут расселены, которые на улице то есть Борисовка 1, микрорайон Борисовка 1, застройщик Лена Транссервис. А вот какие условия расселения были? Там метр к метру или там комната к комнате? Да, метр к метру. У нас не менее ранее занимаемой площади. Но у собственников, если изъявили желание, они могут уйти на денежные средства. Но важно отметить, что у нас в том году было изменение в законодательстве. И по тем гражданам, которые уже купили в аварийных домах, то они получают ту сумму, за которую они купили данное жилое помещение. Если там площадь превышает, квартира муниципальная. Она не в собственности граждан, и муниципалитет это взамен деревянного получает новую квартиру и передает по договору социального найма уже гражданам. По собственникам мы смотрим по отчету об оценке рыночной стоимости жилого помещения. Стоимость квартиры их и стоимость нашей квартиры новой предоставляемой. То есть там, например, доплата за лишние метры предусматривается? Нет, на сегодняшний день мы не практикуем доплату в рамках республиканской адресной программы. То есть там граждане там в ипотеку дополнительно не вступают? Там, чтобы... Нет, такие механизмы, они тоже, получается, внесены и в жилищное законодательство, и в федеральный закон о фонде реформирования ЖКХ. Ну, сейчас это все прорабатывается, и только будут, вноситься изменения в республиканскую адресную программу. Там есть и социальная ипотека, разные направления поддержки граждан. Как оно сейчас будет реализовываться, пока трудно сказать. А вот на месте снесенных домов в дальнейшем что будет проводиться? На месте снесенных домов, те, которые по республиканской адресной программе переселения граждан были снесены, там запрещено строительство коммерческого жилья, торговых офисов, объектов. Разрешено только, получается, спортивные объекты, это медицинские учреждения, школы, социальные объекты, школы, садики. Кроме того, можно использовать как подпарковочные места, под озеленение, под благоустройство, скверы, памятники. Либо можно строить дом под переселение граждан. Тоже социальный объект должен быть. То есть никакого коммерческого жилья тут не должно быть. То есть на месте вот этого дома, возможно, возникнет дом под расселение? Да, это сейчас трудно сказать, но получается, коммерческое жилье, если тут построят, то должны возместить денежные средства, потраченные средства в федеральный бюджет и в республиканский бюджет. Это условия программы. Это тоже изменения в декабре 2019 года были. Раньше таких у нас строгих правил не было. Сейчас все земельные участки должны контролироваться и распределение контролироваться, которые освободились по сносу.